Следующая песня Амира. Я постараюсь тоже спеть. Без музыки. Кстати, есть прекрасная книга, называется «Великий Валидов», автор Каранай Муратов. Я никакого отношения к этой книге не имею, но каждый, конечно, башкирский политический националист, он должен, обязан ее знать, читать, потому что вот я, конечно, внимательно все сидел, слушал, переживал, настроение падало, поднималось. Но вот почти, наверное, все ответы на те вопросы, которые стоят перед современной политической нацией башкирской, они в этой книге изложены. И, конечно, великий Валидов – это наше знамя, это духовный отец наш, это отец нашей государственности, потому что, конечно, башкирский народ, он как этнос, как биологический организм живет очень давно, но нам нужна государственность, и поколение, вот великое поколение Валидова, Generation V, они это сделали. И этот огромнейший факт, он нам огромное подспорье на самом деле. Это не дела прошлого, это дела сегодняшние. Только наша проблема в том, что мы к столетию нашей республики подошли вот в такой ситуации. Я постараюсь коротко. Я в своей политической, творческой жизни всегда старался руководствоваться одним принципом. Чтобы правильно понять явление, чтобы хорошо понять явление, его надо грамотно назвать. И поэтому в своих книгах «Запрещенных, сожженных», «Войны против ублюдков», «Юбилей Манкурта», «Свобода и независимость», я просто старался назвать вещи своими именами. То есть задолго до всех наших ученых недобровольное присоединение к российской государственной Башкирии, а признание сюзеренитета несколькими башкирскими племенами Великого княжества Московского. Не башкирские восстания, а российско-башкирские войны. Их 5. Первый геноцид башкирского народа 1735-40-х годов. Второй геноцид башкирского народа 20-го года. И борьба за признание этого геноцида, за то, чтобы не повторились эти геноциды впредь. Хотел сделать одну маленькую ремарку и замечание. Вещь надо называть правильно. Вот мне категорически не нравится, это неправильно название «коренной народ», которое даже вот вы выкладывали в своих приглашениях, да? Это неправильно. Мы пока еще не коренной народ. Есть определение коренного народа, Организация Объединенных Наций. Это покоренный народ, который живет в своем мирке, он не вписался в эту жизнь. То есть, ну, это синоним слова абориген. Мы не коренной народ. Мы, может быть, были коренным народом 100 лет назад, но великое поколение Валидова положило этому конец. Мы государство, образующая нация. Я раньше даже говорил республика, образующая нация. Страхуюсь, но в Конституции Российской Федерации республика это и есть государство. Мы государство, образующая нация. Только наша трагедия состоит в том, что начинка по-прежнему еще государственная, а внутри она вся антинациональная. Но, с другой стороны, я хочу поставить вопрос, и я давно об этом писал, говорил, руководствуясь другим своим принципом. Иногда ради интересов нации надо идти против этой нации. Вот сегодня было сказано, значит, вот о журналистском исследовании Рамиля Рахматова, о большом хапке там и так далее. Я просто хочу на минуточку напомнить, термин «большой хапок» кто ввел в оборот и когда. Ведь это разбазаривание, разграбление началось-то не сегодня. Главный враг башкирского народа – это сам башкирский народ, его разъединенность, его политический инфантилизм, его вера, слепая своим вождям. Я это говорю молодежи в основном. Люди, кто постарше, вы же помните то великое воодушевление, которое нас охватывало в 90-91 году?
и этой республики нет. И надо называть эти вещи своими именами. То есть была первая Валидовская республика. Это феноменальный взрыв народа. 3 года тяжелой гражданской войны, второй геноцид. Наш республиканский статус оплачен их жизнями. Когда читаешь вот эти воспоминания, с чем они сталкивались, просто там. Просто в шоке находишься. Я много писал о том, что на самом деле только одна дата у башкирского народа есть. 11 октября там отмечать нечего, это позорная страница. Я сам участник тех дней, но я ее не отмечаю. Мне стыдно. А я стыдно за то, что мы не сохранили, что мы все профукали, я мягко выражаюсь. Но, тем не менее, я не посыпаю голову пеплом. Даже в такой тяжелой ситуации, как сейчас, в которой находится башкирский народ, я вижу свет в конце туннеля. Вот они схватились, значит, в эту вертикаль власти. Меня попросили сделать выступление по поводу федерализма. Я писал что-то, готовил, да потом порвал все нафиг. Потому что то, что нужно говорить, я здесь не могу сказать. Потому что Конституция Российской Федерации, она действительно очень хорошая, но проблема в том, что она нифига не соблюдается, она растоптана. Главный документ в этой стране — Уголовный кодекс. И мне ли это не знать? Даже такие вот термины. И вы следите за своими выражениями. Вы говорите федеральный центр. Центр есть, но федерального нет. Нет федеративных отношений, нет федерализма. Но это не значит, что его не будет. Тому поколению столетней давности было гораздо тяжелее. Я считаю, завершаю, что вопрос, вот очень хорошее выступление было, прекрасное, о земле, но я бы здесь все-таки скорректировал, что главный вопрос, который стоит перед башкирским народом сегодня, казалось, мы все потеряли. Все да не все. Мы сами еще есть. А пока мы есть, у нас есть право на самоопределение, признанное всеми. Оно есть, никуда не денется. Альфия, тебе спасибо за хорошие слова мне, но говорить о национальной территориальной автономии нельзя. Мы де юре, мы еще государство, мы еще не потеряли это государство. И какими они бы не были идиотами, они нам такой подарок не сделают, чтобы республику упразднить. По крайней мере сейчас. Они вцепились в эту вертикаль власти, да? И не надо сейчас им пальцы отковыривать, они сами, они долго не смогут эту хватку держать. У них пальцы слабеют, и власть у них будет уходить из рук. Вы все видите, они загнали страну в такую ситуацию, что мы это все помним, Марат Махмудович. Конец 80-х, начало 90-х. Но нам надо учесть наши собственные ошибки Третьей Республики, вот этих 27 лет. Не надо об этом стесняться, бояться говорить, надо честно говорить. Потому что выгонять башкир с работы начали не вчера и не позавчера. Контроль над своими предприятиями мы утратили ни вчера, ни позавчера. Все это же есть, все опубликовано. Контроль за своими руководителями мы сами утратили. Кто позже, кто раньше. Я единственное, к чему призываю, надо нам все это пропустить, поумнеть, поумудрить. Ошибок Третьей Республики не допускать. Нам нужна такая Третья постсоветская республика, башкирская? Я считаю, что нет. Нам нужна другая какая-то республика, новая, четвертая, на других принципах. Надо быть умнее, гибче, решительнее, жестче. Хорошее было выступление представителей чувашской общественности, я согласен. Многие люди, народы, они на нас, на башкир, смотрят с уважением и с надеждой. Потому что если у этой земли нет хозяина, если она бесхозная,
Ну, кто будет за них смотреть? Какой хозяин? Они на нас смотрят, ну, башкиры, ну, вы сделаете что-нибудь, вы станьте хозяином, они все помогут. Я на своей шкуре, как бы я был в шоке, когда столько людей меня поддерживало, разных национальностей, разных политических убеждений там, и так далее. То есть это тоже вот уникальный случай в нашей истории, что у нас же как мы обычно вот по национальным каким-то расходимся, а проблем-то очень много общих, потому что вопросы собственности, природы, экологии, деторождаемости. У нас все отравлено здесь, у нас все здесь засрали. И вопрос без власти ее не решить. Как решить? Конечно, для этого нужна смена социальной формации. И признаки этих изменений, они видны. Ну, все аналитики, прогнозисты, они едины в том, что они будут. Мы просто не знаем, когда вот эти пальчики сами разожмутся. То есть я не призываю никого к каким-то там радикальным действиям. Сейчас самое главное это слово и текст. Это объяснение, это политическое наше постоянное образование. Вплоть даже вот до этих слов. Это тоже важно. То есть мы не коренной народ, мы государствообразующая нация. Помните об этом все. Да, вы сейчас там в кабинетах сидите. Наша задача башкирского национального движения в новой нашей 4-й республике, она все равно будет, вопрос только времени, привести на вершины власти башкирских политических националистов. Не манкуртов, которые просто там, у них национальность башкир было написано. Но такие сидели, такие все кончали. И последнее, шаги движения в этом направлении, это, конечно, я об этом говорю много раз, постоянно говорю, это создание широкого политического движения башкирского народа. Потому что, вот, ну, скажем, первая половина, мы наверное, сами где-то вот неправильно здесь сценарий составили, как бы по первой половине могло сложиться впечатление,